Вот. А сегодня у нас Андрей Александрович Синицын. Мы добрались уже до верхнего палеолита. Пожалуйста, Андрей Александрович. Добрый день. Извиняюсь за задержку. Ну, не мы даже. Начинаем. Когда я готовил эту презентацию, я ее хотел заточить под Институт географии, под проблемы экологии, потому что все-таки это заказчик Институт географии, у нас много общих проблем, мы вместе работаем, и, в общем-то, есть что говорить. Но все-таки это археология. Я хотел сделать поменьше камней, наконечников и техники расщепления, но от этого, к сожалению, никуда не денешься. Просто лет 20 назад в археологии, и в археологии палеолита в том числе, была достаточно модна концепция оккультурации пространства. Может быть, как реакция на доминирующую тогда адаптацию, когда практически все изменения культуры связывались с изменениями природной среды. Но вот оказалось, что люди не только приспосабливаются к среде, но и сами ее тоже приспосабливают к своим потребностям, изменяют, выбирают. И во всяком случае вот поиск этот оценочно-избирательных критериев, он был положен вот в основу этого направления, которое, ну, к сожалению, оно как-то само по себе заглохло, и вот сейчас у нас появляются какие-то первые признаки новой волны интереса к этому. В частности, появляются статьи о том, что неандертальцы выжигали поверхность под свою стоянку, ну и каким-то образом модифицировали. И Костенковская группа, благодаря Сергею Седову, она тоже в этом тренде, поскольку вот очень сейчас актуально стало воздействие антропогеновых факторов на формирование культурного слоя. Ну, это у нас и всегда было. Более того, сейчас рассматриваются влияние антропогеновых факторов на характер геологических отложений в том виде, в котором мы дошли. Но, повторяю, это может быть и у меня и не получилось, и все-таки это будет презентация археологическая, потому что, ну, и так это было заказано. То есть я перехожу сейчас к верхнему палеолиту. Хронологические рамки по современным представлениям, которые меняются и очень резко. Вот у меня здесь начало верхнего палеолита обозначено вот так в калиброванном виде. Но вот сейчас буквально неделю назад появляются новые данные, в частности, по Южной Франции, где для верхнепалеолитических стоянки получена дата 56 тысяч лет, причем с антропологическими остатками. Ну вот это в самом общем виде современные представления о хронологических рамках верхнего палеолита с 4 подразделами: ранний, средний, поздний и финальный, который основывается больше на территориях наиболее полно исследованных. Это Западная Европа, точнее Франция, и, может быть, даже центральная, юго-западная и северная Франция. Два момента, определяющие верхний палеолит. Это конец физической эволюции человека. То есть тут уже нет никаких сомнений в том, что практически все палеолитические индустрии были оставлены человеком современного физического типа. Он отличается, выделяется ранний Homo sapiens, но тем не менее это абсолютно человек нашего физического облика, изменения которого не выходят за рамки тех вариаций, которые признаются случайными. И во-вторых, это ледниковый период. В эпоху максимума огромная территория была покрыта ледником, и огромные территории оставались в ледниковой зоне с господством тундры.
Современные тенденции. Археологическая хронология постепенно становится радиоуглеродной хронологией. Сейчас уже мало кто помнит границы подразделений Вюрма. И постепенно уже выходит из оборота и северогерманская схема. И, ну, наверное, уже не все уже помнят рамки Арсида-Никамп. Сейчас достаточно радиоуглеродных дат, калибровки и помещения на изотопную шкалу. Но, к сожалению, и хронологические рамки GI7, GS4 тоже запомнить достаточно трудно. И, в общем-то, мы находимся в подвешенном состоянии, когда старая схема корреляции уходит из употребления, а новая находится в стадии сложения. Это определенное достоинство, это унификация хронологических критериев, но, с другой стороны, это недостаток, потому что предполагает, ну, скажем так, механический подход к хронологии. То есть получаем дату, калибруем ее и наносим на изотопную шкалу. Ничего тут не надо, ни знания корреляции, ни характеристики почв, ни каких-то других данных, естественно, научных. Ну, вот это минус, который надо пережить и который, ну, с которым надо относиться тоже к пониманию, потому что я абсолютно против вот такого механического подхода, потому что каждая новая серия дат, она меняет представление о хронологии, не реагировать на них нельзя, но и менять свои представления после каждой новой серии, это было бы тоже, наверное, неправильно. Но что же делать? И, в общем-то, вот я тут буду говорить о тех проблемах, которые возникают при расхождении археологической таксономии, то есть культурной принадлежности и хронологии, когда, скажем, устоявшиеся представления о культурном облике меняются после новой серии дат, и она переходит, ну, уже надо как-то реагировать, потому что она выходит уже за пределы тех традиционных представлений о культурной структуре, которые сложились, ну, если не в дорадиоуглеродную эпоху, то, по крайней мере, вот в эпоху господства вот чисто геологической корреляции. Так или иначе, это ледниковый период, и несмотря на какие-то потепления, когда по пыльце фиксируется даже и широколиственная растительность, все равно это зона тундры, потепления были очень кратковременными, и это вот господство ну, такой тундровой и холодно-степной растительности, доминантом которой являлся мамонт, северные олени, сопровождающие виды животных, которые были основным источником пропитания палеолитического человека. И мамонт значил всю. Вот в эпоху максимума, ледникового максимума, когда в основном фауна стоянок представлена мамонтом, северный олень доходит до территории Молдавии, а остатки шерстистого носорога даже были зафиксированы на севере, на юге Италии. Мамонт использовался на 100%. Вот такие жилые конструкции из огромного количества костей мамонта, шкуры, естественно, волос, ну и мясо, бивень как поделочный материал. И этим определяется еще один момент верхнего палеолита – это значительно более широкая полнота источника по сравнению со средним палеолитом, когда появляется кость, причем на отдельных этапах археологической периодизации, в частности в Молдлене. Это эпоха расцвета кости, это больше костяная индустрия, чем кремневая, и именно на костяных, на ее основе
мы характеризуем эту эпоху, потому что кремень становится относительно менее информативным, чем костяной инвентарь, гравировки на кости, произведения искусства и изображения. Несколько аспектов географических. Так или иначе, любой человеческий коллектив, он находится в пространстве, и выбор места поселения – это ключевой момент его жизнедеятельности, ключевой момент его существования. В настоящее время в Восточной Европе выделяются такие 4 локуса, каждый из которых имеет свою модель. Важно, что очень часто, не очень часто, а даже всегда, за небольшими исключениями, не все этапы общей периодизации представлены в локальных моделях. И в этой связи есть определенные расхождения, как расхождение унификации или локализации. Вам всем хорошо знакома точка зрения Валерия Ивановича Астахова, который считает, что, скажем, понятие дриаса можно применять только к тем отложениям, которые имеют характеристики дриаса, а, скажем, к другим территориям оно неприменимо. И здесь тоже та же самая ситуация. Насколько применимы понятия общей периодизации к локальной. Иногда это противоречия эти существенные. Скажем, если на наиболее хорошо изученных территориях мы имеем 4-членную периодизацию гравита, то на нашей территории, в Восточной Европе, мы нигде не имеем 4-членную. И как в таких ситуациях поступать, то ли нам подгонять под общее для удобства корреляции, или нам основываться на своих локальных схемах и уже потом уже каким-то образом решать вопросы общей корреляции. Выбор места пространства. Я основываюсь на костюмах. Более или менее четко выкристаллизовываются 2 модели. Это костюмки, первая модель. Просто потому что иллюстрации больше, естественно, по костюмкам. Широкая долина Дона, в которую впадают широкие лага, древние овраги, к которым приурочена большая часть палеолитических памятников. Эта схема, широкая долина, памятники, причем памятники многослойные и, как правило, разнокультурные. То есть население разных культур, скорее всего, разного происхождения, для мест своего обитания выбирало те же места. И критерии эти унифицированные для всего верхнего палеолита. Они выбирают уступ второй террасы, показаны локализация стоянок. Очень хорошо эта модель работает, скажем, в Виллендорфе, может быть, даже более показательно, чем в костюмках. Та же самая ситуация. Глубокая долина, защищенная от ветров, близко от воды. В общем, все, что надо для удобства обитания. Это я не в ту сторону пошел. Это знаменитая костюмковская Венеда. Вторая модель. Открытая. То есть, кажется, с точки зрения жизненных позиций, абсолютно неудобная. Это каменные балки, серия стоянок каменные балки, открытые всем ветрам, далеко от воды. Единственное преимущество – обзор. Обзор огромный. Тоже Австрия, на мой взгляд, просто очень показательный, потому что у меня фотографии есть. Это стоянка Штрацинг или Гальгенберг. Вторая статуэтка, самая знаменитая, австрийская. Ее местоположение. То есть открыто на все 4 стороны. Во время конференции была экскурсия. Продувается ветрами. Но обзор на 20 километров во все 4 стороны. За водой сходить проблема. Подняться сюда
особенно пожилым участникам, очень и очень непросто. И люди там жили вот на таких участках. И вот это вторая модель. И это тоже унифицированная для верхнего палеолита, потому что, в принципе, худо-бедно все стоянки вот по этим двум моделям расписываются. Второй важный момент жизни палеолитического человека – обеспечение кремниевым сырьем. В этом отношении, ну, как правило, стоянки располагаются недалеко от выходов сырья или, во всяком случае, ее доступности. Но в Костенках нет выходов сырья. А такой концентрации стоянок открытого типа, как в Костенках, нет нигде. Есть вариант, что они были в палеолите, а сейчас исчерпались. Такие примеры есть. Но, тем не менее, они четко, костенковские все индустрии, делятся на моносырьевые, которые характерны в основном для гравета, с доминирующим преобладанием до 90% черного мелового кремния, который связывается с выходами в районе Валуйка, тоже Донбасс, расстояние которого по прямой составляет до 200 километров. Ну а если не по прямой, то это значительно дольше. Вторая модель – использования всех доступных в районе видов сырья. В Костенках есть выходы Марины, мы ее вскрываем. Там представлены практически все виды сырья, которые ледник с собой приносил, ну, я не знаю, если не из Скандинавии, то откуда можно, включая экзотические яшмовидные кремнии, которые вообще, выходы которые вообще в Восточной Европе, ну, кроме Урала, нигде не встречаются. Дымчатый кремень, выходы которого тоже неизвестны. Но большинство изделий, вот, стоянок с этим видом полисырьевой модели, они изготовлены на окремленном известняке или доломита, который считается, ну, сырьем достаточно плохого качества. Непонятно почему, потому что те же самые типы изделий, которые изготовлялись на высококачественном кремниевом, они представлены и на доломите. В том числе и микропластинки, ну, достаточно тонкая техника получения которых она фиксируется как на нуклеусах из мелового кремния, так на нуклеусах из цветного, и так на уровне этого доломита. И кварцита даже, и достаточно крупнозернистых пород. Тоже две модели. Домостроительство. Опять Костенки и опять мамонты. Самые эффектные палеолитические жилища Костенковско-Авдеевского типа. Это последнее и самое, наверное, действительно эффектное жилище, самое большое, более 8 метров в диаметре, с огромным количеством костей, которых пока не подсчитаны, ну, которые пока находятся в стадии исследования. В Киевском музее естественной истории предложена вот такая реконструкция этого типа жилищ. Она оспаривается специалистами, но тем не менее она есть и есть, по крайней мере, что обсуждать. Ну а в Костенках пошли по другому пути, перебираются варианты развала с надеждой сделать более точные реконструкции, которые вот по этой причине в Костенках пока и отсутствуют. Очень эффектное жилище с элементами эстетики, это обыгрывается, это архитектурный элемент, это цоколь, и это действительно имеет какую-то эстетическую нагрузку, бесспорно. На этих стоянках с этими жилищами они нигде практически не представлены одни, всегда представлены из серии, то есть речь идет о поселках с огромным количеством строительного материала в виде костей мамонта. Это тоже проблема. И собирательство перебирается. Вот такие есть представления, картинки. Но это больше пока на таком уровне. Ну, не очень научном, больше бытовом. Второй тип жилища тоже уникальный. Костенки первый верхний слой, жилая площадка, окруженная землянками. Вот такие землянки. Линия очагов в центре, окруженная
жилыми землянками и ямами хранилища. Около 40 метров в длину, с очень серьезными вопросами к реконструкции перекрытия, которое, несомненно, для такой конструкции нужно. Вот такие реконструкции предложены из интернета, извиняюсь за качество, но тоже реконструкции у нас есть, но очень пока незначительные. Еще один тип жилищ. Костенки 4 нижний слой. Те же самые линии очагов, но без землянок. И этот тип имеет аналогии у северных народов, у полинезийцев. И, в общем-то, они были одним из аргументов формирования социологической школы в отечественном археологии палеолита и реконструкции родовых отношений на основании сходства вот именно этих жилищ с родовыми домами индейцев и полинезийцев. Реконструкции есть достаточно много. Охота. Опять мамонт. Охота, это такой вид обеспечения, в который всегда, как всегда непонятно, кто выйдет победителем. И примеры есть таких неудачных охотничьих экспедиций, в том числе и в наскальной живописи. Просто показываю несколько примеров. То, что это охота, она занимала важное место, естественно, в жизни палеолитического человека и находит отражение в пещерной живописи. Вот такие скопления костей мы имеем в костюмках. Все части скелета, огромные нагромождения, которые свидетельствуют о том, что все-таки загонная охота была. Периоды потепления, кратковременные, но тем не менее представленные большим количеством стоянок, преобладает фауна лошади. Лошадь специфическая, широкопалая, приспособленная к тем условиям. Тоже имеем места загонной охоты на лошадь. Такие мощные скопления, единоразово мы не можем сказать, но это огромное скопление, более 40 особей лошади, на мой взгляд, в результате единоразовой охоты с частичной разделкой, с анатомическими связями, но и с очажной массой. Вот мы видим в нижнем углу. Приемы расчленения туши, непонятные пока обрубания морды, но серийные уже несколько таких примеров есть с использованием наверное, не совсем утилитарных целях. То есть что-то под этим подразумевалось, потому что отламывать морду у лошади – это, как-то сказать, не очень-то самое целесообразно. Опять лошадь отражена в палеолитическом искусстве, которые включают действительно шедевры, изобразительная деятельность, когда от художника требовалось не только знание повадок, но и какая-то любовь к этим животным, она в этих изображениях чувствуется. Смотрите, какие лошадки. И наша Каповая пещера тоже, лошадь присутствует наряду с мамонтами. Лошадь очень чуткое животное, по свидетельству специалистов, они подпускают к себе, близко к себе не подпускают, и тем не менее следы загонной охоты у нас есть. И, скорее всего, мы пока связываем наиболее рационально это с местами водопоев, на которых происходит этот забой стадных животных. Дивногорье, может быть, самый выразительный пример. Крутые склоны оврага с несколькими слоями, то есть это повторная охота, забоя животных. Тоже анатомические связи, но с орудиями труда. Это археологический слой, и это несомненные следы охоты. Вот здесь я нанес на карту немногочисленные пока памятники, которых становится постепенно все больше, со следами охоты на мамонта, лошадь, и вот там в самом низу охота на бизона, стоянка Амвросиевка, которая долгое время оставалась единственной стоянкой этого типа, довольно редко встречающийся в Европе. Это действительно кластер, который состоит из стоянки,
и костища с одинаковыми практически датами, то есть функционирующих одновременно, и вот с таким количеством костей бизона. Реконструкция. Рационально используется модель североамериканских индейцев, которые забивают этих животных массово на водопое, когда животные напиваются сколько могут, вода находится всегда внизу, они поднимаются наверх, тяжелые, и это оптимальные условия для их загонной охоты. Но это инвентарь, на котором я немножко потом остановлюсь дальше, но который сейчас тут важна охота. Одежда. То есть источник, то есть охота давала, естественно, одежду, потому что в приледниковой зоне вот так находиться, когда дается в реконструкциях, может быть не очень комфортно. Уникальные погребения сундиря. Вот они, во-первых, показывают облик. Понятно, что погребальная культура, она отличается от живой. И все погребения, они делаются на представлении о том, что там все есть или там ничего нет. Одни погребения не содержат инвентаря, потому что он не нужен, там все есть, а другие содержат богатый инвентарь, в том числе украшения, потому что та жизнь есть продолжение нашей. И чем красивее и привлекательнее ты будешь, тем, значит, тебе там будет комфортнее. Но она дает прямые свидетельства, прямые основания для реконструкции одежды, которые вот так реконструируются. Достаточно серьезные обоснования для этих реконструкций. Головной убор богато украшенный. С вариантами. Но тем не менее, это отцы, который это замерзший в Альпах уже мезолитический человек, но тем не менее тоже для реконструкции одежды, которого есть реальные основания. И самое главное достоинство верхнего палеолита и его отличие от предшествующего среднего палеолита – это искусство и украшения. Очень коротко я по ним пробегу, чтобы показать спектр возможный. Это скульптурные изображения, в первую очередь палеолитические Венеры, декорированные, головной убор или прическа. Вот такая диадема с очень сложным орнаментом. Даются есть и мезенские знаменитые браслеты. Примеры разные. Декорировали не только себя, но и орудия. Казалось бы, что тут проколка есть проколка, это фибула, скорее всего, заколка для волос. Специфический тип называется верблюжья ножка, часть из которых украшена специфическим костюмковским орнаментом, часть без орнамента. То есть могли украшать, могли не украшать. Так же, как и в нашей жизни. У одних людей есть какие-то повышенные эстетические потребности, у других их нет. Вот пример украшения орудия, который уж явно никакого утилитарного значения. Перебираются разные варианты, знак собственности, престижность, и все они работают. Вот тут примеры других орудий, когда люди считали нужным украшать зооморфным навершием те же самые фибулы, украшать рукоятки орудий, которые существуют наряду с неукрашенными. Сейчас перехожу к обзору палеолита, я его попробую дать как можно кратко по хронологии. Та предыдущая часть у меня, этот очерк, чтобы понять содержание этой эпохи, в которой включаются практически все компоненты жизни современного человека, и в ходу в палеолите понятие современного поведения, то есть которое предполагает не только наличие материальной культуры и духовной, реконструированной по погребениям и украшениям, но и определенной специфической поведенческой культуры,
которая как норма жизни, она включала все вот те элементы жизнеобеспечения, которые я вам быстро пытался показать. Теперь сам палеолит, его верхний палеолит. То есть в эпоху верхнего палеолита человеком была освоена вся Айкумена, включая Америку, Австралию. И если раньше ну, на многих территории были освоены и раньше, то они ну, считаются эпизодическими. Здесь сплошное заселение территории от крайнего экстремального севера до экстремальных высокогорных районов и также южных районов, но тогда не было экстремального климата. Вот эта картинка из ну, одной из новополагающих работ в отечественной археологии о локальных различиях в Верхнем Палеолите 1961 года Сергей Николаевич Замятнин выделял 3 зоны Верхнего Палеолита: приледниковую европейскую, сибиро-китайскую и средиземноморско-африканскую. Сейчас представление меняется, европейская объединяется со средиземноморской, может быть, за исключением африканского берега Средиземного моря, хотя его западная часть, она целиком относится к ближневосточного мира, который тоже вот составляет одну из основ современной археологической периодизации. Вот это современные представления о большей части о подразделах палеолита Европы, большей частью географические. Вот такие зоны. Предполагается, что каждая из этих зон имеет свою собственную модель эволюции культуры. Не для всех периодов это характерно. Как и во всей эпохе, палеолит то рассыпается на ряд мелких культурных образований, то дает удивительные примеры унификации культуры от Атлантического океана до Урала, чего, в общем-то, в последующих эпохах и не было. Вот такие зоны унификации – это одна из специфических черт Верхнего Палеолита. 2 модели, основанные на наиболее хорошо изученных районах, определяют современную периодизацию и современные представления о структуре и эволюции культуры Верхнего Палеолита. Это западноевропейская или аквитанская модель и западноазиатская или ближневосточная. Ну, потому что человек современного физического облика, согласно современным представлениям, распространился из Африки. И всегда, во все эпохи Верхнего Палеолита, Ближний Восток, он имел принципиальное значение и как источник населения, и как источник, и как пример культурного разнообразия, и еще в очень большой степени это зависит от степени изученности, которая благодаря усилиям международных, в основном, групп, изучен может быть лучше, чем какие-то другие районы вот этой европейско-средиземноморской зоны Верхнего Палеолита. Вот я начну с этой модели, то есть я совершенно не собираюсь останавливаться, я просто хочу сказать, что тут расписаны буквально до полутысячелетий вот такие последовательности, включая и горы Загроса, и Кавказские горы. Но вот есть основания на основании реального материала, реальных аналитических данных, вот для таких очень дробных представлений, которые нам в Восточной Европе пока недоступны. Иногда с перебором. Вот даже для, скажем, раннего Ахмара, который принципиальное значение имеет, там выделяются 2 зоны, 2
два локальных варианта, каждый из которых имеет 2 и 3 стадии развития. Ну, может быть, это перебор, но во всяком случае это современное состояние, которое вот характеризует степень изученности, степень дробности и дифференциации археологического материала вот этого региона. Вот инициальный верхний палеолит, начальный, ну, выделяется 4 варианта начального верхнего палеолита. Далеко не каждая территория восточной вообще Европы имеет один вариант начального или доариньякского верхнего палеолита, а тут выделяется 4. Вот быстро-быстро их показываю, может быть, даже без каких-то особых комментариев, но, может быть, ну, поскольку есть тут и археологическая часть, вот здесь просто показано отличие ахмарской индустрии от ариньякской, которая имеет, ну, определенное значение и для культурной дифференциации, в том числе и Восточной Европы. В чем главное отличие вот этой западно-средиземноморской модели? Это очень раннее, значительно более раннее появление геометрической микролитизации, где-то начиная с 21, уж с 18 это точно в Европе этот процесс не намного, но начинается позже. Это одна из основных черт вот этого западного Средиземноморья, ну, включая и территории Кавказа. Вторая модель, западноевропейская. Вот тут у меня так не получилось представить это. Я буду это быстро-быстро сейчас попробую характеризовать вот эти этапы. Тоже достаточно дробные, потому что основаны на наиболее хорошо изученных регионах Западной Европы. Вот начинаем с самого раннего верхнего палеолита или начального верхнего палеолита до ариньякской стадии, которая представлена серией переходных культур и культур, которые от этой стадии не имеют. Вот тут надо обратить на индустрию Нерона, Гротомандрен в связи вот с появлением новых дат. Вот я тут его сразу за шпалой перевел. 56 радиоуглеродных лет. Это значительно на 10 тысяч лет удревнения верхнего палеолита и человека современного физического облика, потому что там есть зуб современного человека, по сравнению с тем, что считалось, ну, буквально еще год раньше. Переходная индустрия, шаттельперон, индустрия с выпуклым обушком. Улуций, Италия, Балканы, Греция. Те же самые практически орудия, более короткие, с более выпуклым обушком, иногда обушком они называются лунницы. Есть и в Центральной Европе такие индустрии. Протоариньяк. Микропластинки прямого профиля. В нижней части этой таблички ариньякские пластинки дюфур, в верхней части протоариньякские. Отличаются профилем и отличаются технологией скалывания. Первые снимаются с обыкновенных призматических нуклеусов, таких же, как и большие пластины. Вторые с нуклеусов типа кореноидных скребков, вот вы видите, это отличаются профилем, в некоторых случаях просто вогнутым, в некоторых случаях скрученным, то есть или твистом. На мой взгляд, и тут это, в общем-то, традиционная точка зрения, которая получается с разных разновидностей кореноидных скребков, с конвергентным расположением фасеток и с параллельным расположением. Не все это принимают. Очень интересная переходная индустрия Северной Европы, включая Британию. Линкомбин, Ранис, Ержемановец. Тоже доариньякская. Вот с такими великолепными типами наконечников, частично или полностью двусторонними, но, как правило, и в отличие вот от селецких бифасов, плоско-выпуклого профиля.
Очень интересная индустрия, но которая практически представлена только наконечниками. Есть точка зрения, что это охотничья фация, чего-то, чего мы не знаем, может быть, ореньяка, но всегда они предшествуют ореньяку и имеют более древние датировки. Что важно, ну это вот тоже еще примеры, что у нас в костюмках 8 верхний культурный слой дает такие же наконечники. И в свое время, когда не было радиоуглеродных датировок, с него как раз начиналось, и не было многослоев, с него как раз начиналась вся последовательность верхнего палеолита. И выделялась тельманская ежмановицкая культура. Но сейчас вот у него 22 тысячи лет, а там под 40. То есть, ну, уж 15 тысяч между ними-то точно есть разница, но это показывает, что вот эти принципы формообразования, когда формы, когда-то существовавшие, они возрождаются в совершенно ином хронологическом и культурном контексте и существует, но нет никаких препятствий затем для того, чтобы считать эти орудия однотипными. Это тоже специфика верхнего палеолита. В поздней археологии этого практически невозможно. Нельзя, чтобы каролинские мечи возродились, ну, я не знаю, в позднем Средневековье. Еще одна группа селит, вот этот кружок селит, в отличие от ежемановицкой группы, здесь преобладают полностью двусторонне обработанные орудия и прямого профиля. Наш восточноевропейский вариант переходной культуры, стрелецкая культура, наиболее яркий ее тип стрелецкие наконечники. Вот вы видите в верхнем ряду. Двусторонне обработанные, с вогнутым или прямым основанием, как правило, в контексте других двусторонне обработанных орудий, часто имеющих ну, вполне себе мустьерский или среднепалеолитический облик. Датировки – вот это компонент этой культуры. Что здесь важно отметить? Что эти культуры с этими наконечниками распространяются от Среднего Урала до сейчас вот, степного Поднепровья, пересекая ну, ландшафтно-климатические зоны того времени, какими бы они ни были. То есть никакой экологической привязки здесь не фиксируется, более того, фиксируется их распространение в принципе в разных зонах. Что тут еще важно, что стоянки Сунги и Высь, вот это самое южное, они имеют несколько более древние датировки. Вот это Сунгирь, прекрасные стрелецкие наконечники, но в несколько ином, я бы сказал, не стрелецком, а более или менее ореньякоидном контексте. Украшения Сунгиря, Горчи, уральская стоянка, тоже несколько более молодые даты, но тот же тип наконечников. Проблема остается. То есть наконечник вообще это очень специфический тип орудий. Вот у нас есть такое, особенно это было популярно в эпоху там какой-то волны поднятия теоретической археологии, внутренняя и внешняя критика источника. Внутренняя критика подразумевает оценку информативности, внешнюю оценку его достоверности. Ну, с внешней все понятно, там переотложенные слои явно менее информативные, чем залегающие в своих условиях, а вот с внутренней критикой источники не очень понятны, потому что она основывается на банальной логике. Вот согласно ей, скажем, категория источника жилища, она использует для реконструкции семейных отношений, для социальных реконструкций и считается для этого пригодной. А категория наконечники для этих целей непригодна. Собственно говоря, а почему? Потому что логика такова. Но с другой стороны, категория наконечники, она относится к консервативным элементам культуры, и тоже понятно почему, потому что
этого зависит, ну, скажем, жизнь охотника или кто выйдет его победителем. И, в общем-то, вот наши примеры, в том числе и этот, показывают, что разные категории, они живут своей жизнью, и орудия охоты могут развиваться совсем по другим закономерностям, и их формообразование быть обусловлено другими причинами, чем другие категории, ну, каждодневной жизни. В частности, здесь не лишнее, но это точка зрения Рогачева, который считал, что что к экономике относится только домашняя хозяйственная деятельность. Охоту он не считал экономикой. Но, тем не менее, это очень важная степень, и она сейчас возрождается, ну, в не лучших, может быть, вариантах, то есть работают некоторые группы, в частности, тулузская группа, в плане разделения вот этих всего инвентаря на изделия домашней хозяйственной активности и изделия охоты. Не всегда это получается. Вот другой пример – стоянка ввысь. Тоже технология первичного расщепления здесь явно не стрелецкая, но наконечники абсолютно стрелецкого типа. В костенках. Ранний верхний палеолит существует с другой дореньякской индустрии. Костенки 17-й, второй слой, которая выделена в отдельную культуру, хотя представлен один памятник. Настолько разительно его отличие от стрелецкой культуры. По кремню, ну тут я на этом не буду останавливаться, но тут надо, наверное, поверить, что они отличаются практически по всем компонентам техники первичной, вторичной, первичной обработки и типологии, и украшений, включая уникальные украшения, ну и свидетельство какой-то палеонтологической склонности вот этого населения. Они использовали белемениты, древние кораллы, ископаемые раковины, что, в общем-то, я бы сказал, характерно для раннего этапа. Люди относились с повышенным каким-то интересом к окружающей среде, и экзотические, необычные какие-то вещи были для них привлекательны. Но не для всех. В одних культурах они есть, в других они нет. Но это еще одна традиция, которая пока не имеет обозначения, ну, не до конца она и понятная. Это костенки 14-й, 4-й слой того же возраста, включает ариньякский компонент, широко распространенный компонент и протоариньякский компонент. И вот такой оригинальный костяной инвентарь, в том числе сломанную голову, украшения из раковины черноморского моллюска, который тоже визуально очень отличается, это его возраст, от спицинской и стрелецкой культуры. Кроме того, имеют сильные отличия два участка вот этого культурного слоя, восточный и южный, при том, что на западном участке преобладает вот именно протоариньякский компонент, вплоть до такого серьезного сходства с инвентарем спицинской культуры и с техникой расщепления, в том числе и на основании ретушных резцов. И что здесь надо отметить, это раковины черноморских моллюсков, все-таки 600 километров по прямой до Черного моря теперь, если не по прямой, так это значительно больше, и они были здесь. И если, скажем, для эпипалеолита Днепра и даже среднего Днепра они характерны, они встречаются в массовых количествах, для костенок это второй случай присутствия украшений из черноморских раковин. Весь ранний верхний палеолит, ранний доариньякский верхний палеолит, антропологические остатки, представленные современным человеком, как это сейчас представляется. И здесь я просто использую эту карту, не анализируя, вот именно в плане палеогеографических реконструкциях, на которые видно, что все
доариньякские памятники, они так или иначе связаны с предгорьями или с небольшими возвышенностями. Ну вот Костенки, причем с их оконечностями. Вот среднерусская возвышенность, на границе которой расположены Костенки, Закарпатские, Волынская возвышенность, Судетская, ну и тут собственно говоря, это только ну, во всяком случае, на это уже обращалось внимание. В первую очередь, это Андреем Алексеевичем Величко, который осматривал предгорья как наиболее богатые пищевыми ресурсами регионы, в которых встречаются животные как в горных районах, так и равнинных. Ну и растительность, как правило, здесь более богатая, особенно это обыгрывается Степанчуком в плане вот характера освоения, первичного освоения территории, когда люди приходят на неизвестные ранее территории и вот выбирают для мест своего поселения вот именно эти невысокие, но тем не менее какие-то контактные пограничные районы. В принципе, это важно. Дальше идем по европейской схеме. Ариньяк. Техника расщепления достаточно простая, но вместе с тем и специфическая. Характеризуя на материалах Костенки две стоянки. Костенки 1-3 культурный слой и Костенки 14 слой в вулканическом пепле. Украшение слоя в пепле. В чем-то они даже имеют больше аналогии с западноевропейскими, со швабскими материалами, чем с центральноевропейскими, потому что центральноевропейские, как правило, содержат еще и двусторонне обработанные орудия, и не так выраженные вот этот вот ариньякские характеристики в виде ариньякских пластин, ариньякской ретуши и специфических украшений. Дальше идем. Гравет. Собственно говоря, это первая, собственно, европейская культурная общность, которая распространяется от Атлантического океана как минимум до Костенок и появляется практически одновременно. Есть варианты, но нельзя сказать, что, скажем, ну сейчас уже можно, и сейчас это обыгрывается, происхождение гравета, благодаря значительному расширению датировок, но тем не менее, в принципе, очень быстрое распространение, мы имеем очень быстрое распространение этой культурной традиции в нескольких вариантах, и наши Костенки, они тоже дают наиболее древние проявления гравецкого технокомплекса в Восточной Европе. Вот это разновидности, наиболее хорошо изучены. Вот здесь противоречие. Тут я и не буду обращать ваше внимание на эти варианты, скажем, французского гравета, но пока просто акцентирую внимание на различиях локальных схем и общей периодизационной схемы. Вот во Франции это, возможно, такая дробная дифференциация гравета. В Восточной Европе у нас пока она невозможна, и, собственно говоря, то, что считается средним граветом во Франции, у нас в полном основании должно относиться к раннему. Ну вот это характерные типы, самые выразительные: острие типа гравет, крупные острия с обушком, оформленным крутой и полукрутой ретушью. Флиши – это одна из начальных стадий гравета. Тоже в основе лежит в основном получение пластины прямого профиля,
достаточно широкий, очень интересная разновидность. Гравет с остриями фаурабе. Это север Франции, Бельгия, Германия, но доходит и до Испании. Еще одна разновидность, а это уже там была разновидность басалер, очень специфическая, на очень интересной форме резцов, которые имеют очень локальное распространение. Это наш ранний гравет. Один компонент его, игловидные острия, очень тонкие, очень маленькие, включая микрограветы, которые характерны как раз для поздней стадии восточноевропейского гравета, и, возможно, геометрические микролиты вот тут внизу при определенных допущениях можно рассматривать как трапеции, и есть несколько сегментов. Инвентарь. Собственно говоря, они очень богатые, но вот тут в верхнем углу вот эти вот застежки, очень характерные застежки для гравета, вот эти маленькие, а в правом верхнем углу это украшения из аммонитов, которые больше нигде не встречаются, причем в одном случае просверлено отверстие, а у естественных аммонитов этого нет. То есть люди сделали это отверстие явно для подвешивания, использовали как украшение, но что важно, вот это та же склонность к экзотическим, палеонтологическим, необычным объектам, которые собирались этими людьми и приносились на стоянку. В этом отношении имеются какие-то достаточно, может быть, смелые аналогии с первым населением, которое осваивало эти территории, и первым, наиболее древним проявлением гравета, когда носители вот этой культурной традиции тоже были первыми пионерами на этой территории. Дальше. Эпигравет солютре. Эпигравет, солютре сначала, это типично западноевропейское явление, распространяется во Франции и в Испании, в приледниковой зоне. Великолепные орудия по своей технике исполнения, тщательности и выразительности. Собственно говоря, это музейные экспонаты, которые этого и заслуживают. А вот эпиграветом значительно сложнее, поскольку он причастен нашим восточноевропейским территориям и, более того, может считаться характерным признаком. Он представлен только в Италии, может быть и очень немного в Центральной Европе, и очень много в Восточной. И с передатировкой стоянок, с получением новых дат, которые для стоянок, которые раньше относились к культурам, они переходят в эпиграветский, скажем так, изохрон. Это, как правило, эпигравет противопоставляется Мадлену Западной Европы. Вот вся та зона северная – это Мадленская зона, но частично перехлестывается из солютре. Но здесь она существует, вот тут две манеры. Вот тут манера нанесения отдельных стоянок. Вот это вот ранний эпигравет от 21 тысячи до 19 показано распределение без детализации. Тоже важно пространственное размещение, распространение, которые концентрируются, их много в бассейне Прута, в юго-западных областях, то же самое в предгорьях Карпат и значительно меньше на остальной территории. Так больше, там была эта карта из Пьера Нуаре с дополнениями, просто потому что я ее использую, потому что на карте с рельефом, потому что это нужно. Вот такой макрорельеф на этих картах, он очень
важен для палеолита, хотя все прекрасно знают, что он был не такой в эпоху ледникового максимума, и уровень моря был ниже, и сетка рек менялась, и много других изменений имело место, но тем не менее, вот макроландшафты, они сохраняют свое значение. Ну, вот это карта Саши Бессудного, более детальная, более подробная, но вот без учета вот этого фактора. Она показывает распределение эпигравета, а их две волны было как минимум. Эпиориньяк, то есть вот тут проблема, то ли вот эти две волны эпигравета, они разделяются, довольно необычные культуры и не так давно вошедшие в оборот под именем эпиориньяк. То есть подразумевается, что вот в этих хронологических рамках 22-17 тысяч лет, то есть в эпоху ледникового максимума, возрождаются традиции ариньякской технологии, хотя они отделены от настоящего ариньяка, но как минимум промежутком 8-10 тысяч лет. То есть никакой преемственности прямой здесь быть не может, и никто, собственно говоря, ее и не пытается моделировать, и она исключается. Вот такое распределение. Их немного, но их несколько вариантов. Это вот вторая волна эпигравета. Я просто покажу на некоторых примерах, которые переходят из позднего палеолита в финальный палеолит с очень серьезными проблемами вообще в правомерности проведения границ за пределами приледниковой зоны. Самой яркой чертой эпигравета являются вот эти уже упоминаемые два раза, это третий раз, жилища из костей мамонта. Потому что это уникальная, действительно, культурная черта, черта культурного своеобразия, более нигде не встреченная. И это вот пример эпиориньяка, ну, как пример возрождения ариньякских технологий. Вот я даю Мураловка, почему-то я ее сюда поместил. Ну, здесь видно, тут высокие скребки, но не коренноидные, специфические типы резцов, включая бюске, это поперечный резец, выемка и боковая выемка, которая регулирует длину снятия резцового скола, который, скорее всего, служил заготовкой вот такого микроинвентаря, причем это даже не микроинвентарь, это наноинвентарь, который, значительно меньше традиционных микропластинок, тем не менее он имеет ретушь, и ретушь, несомненно, намеренная. Вот пример индустрии, которая раньше относилась к молдавскому силету и относилась к раннему верхнему палеолиту. Полученные даты заставляют, причем серийные даты, заставляют значительно омолодить эту индустрию. Но она содержит с открытой, стрелка у меня не получается, но вот вверху ариньякский компонент, в левом углу, в правом нижнем это вот силетский компонент, на основании которого он относился к молдавскому силету. Теперь есть основания и есть точки зрения о возможности от нее отнести к эпиориньяку. Или вот вы видите ниже пластинки с притупленным краем тоже справа к эпигравету. Ну, вплоть до того, что это нормальное явление. Есть эпигравет ориньякоидный и есть эпиориньяк гравитоидный. А что делать? На мой взгляд, путь совершенно неправильный.
натягивания этих, потому что он закрывает нам возможность выделения каких-то новых культурных единиц в расчете на то, что нашими предшественниками, нашими патриархами все культуры были выделены. Это не так. Но во всяком случае, вот эта индустрия сейчас должна фигурировать не как молдавский силет, а как, в общем, какая-то специфическая индустрия в рамках вот этого эпигравецкого, эпиориньякского цикла. Другая очень специфическая индустрия с той же самой проблемой и с теми же датами, вот радиоуглеродная дата такая же, как и для Брюсселя, 25 тысяч лет. То есть они в принципе одновременно с тем же самым силетским компонентом, хотя, может быть, это скорее отражает ограниченность наших аналитических способностей, согласно которым у нас все бифасциальные изделия более или менее листовидных пропорций относятся к какому-то или силету, или восточному силету, или вот эпиориньяку, хотя вот до эписилета ну, пока еще не дошли. Но вот здесь, в Карпаче, они идут в контексте с очень интересными геометрическими микролитами. Видите, справа, да? Тоже специфическая индустрия. И вот этих вариантов эпиориньяка и эпигравета выделяются все больше и больше. Хотя начиналось все, я имею в виду Станка Григорьева, кто и ввели вот это понятие эпигравета для этих территорий, выделялось, 4 стоянки к ним относились. Вот еще один вариант рашковский. Рашковский всем, потому что датирован более молодой возраст, но тем не менее вот этот протоориньякский компонент выражен, но выражен и другой компонент. Вот эти вот прямо усеченные микропластинки с обушком, которые появляются в значительно позднее время, и очень специфический тип проколок, рашковские проколки, которые характеризуют эту индустрию вплоть до основания выделения ее в отдельную археологическую культуру. Еще памятники эпигравета уже в других территориях, поскольку проблема среднеднепровского эпигравета, она стоит, поскольку есть существенные отличия от эпигравета степной области. Степной, вот мы там рассматривали Пруцко-Днепровскую зону. Сейчас вот переходим к Днепровской, потому что в первую очередь это сопричастно нашей Хотылевской группе. Выделяется вот 4, сколько, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 вариантов вот этого эпигравета среднего течения Днепра. Основания есть. Есть другие точки зрения. То есть, скажем, вот в представлениях Абрамовой и Григорьевой, наших сотрудников, тут несколько иная культурная дифференциация возможна, но и кое-что и зависит от хронологии. Я использую вот эту классификацию нужного, поскольку она наиболее детальная, и он, собственно говоря, наиболее знающий специалист, который специально занимался этим материалом. Но такое разнообразие, культурное разнообразие в достаточно узких хронологических рамках и территориальных, она, в общем-то, наводит на мысль или вот таком рассыпании палеолитического мира на ряд очень мелких культурных образований, или, в общем-то, скажем, на второстепенном значении вот этих культурных различий, потому что
единство культурной общности. Здесь, ну, здесь несомненно, это одна техника первичного расщепления, один тип заготовки, один тип поселения, и, в общем-то, ну и в том числе и эти конструкции из костей мамонта. Другие стоянки, в том числе уральские. Урал заселяется после длительного хиатуса. И уже после заселения, по мнению вот основного исследователя Павла Ильича Павлова, здесь проявляются западносибирские вплоть до среднеазиатских тенденций, не исключая возможность и заселения оттуда. Долгое время там этому противоречию находилась живопись Каповой пещеры, которая считалась мадленской стилистики, но сейчас с обнаружением верблюда она тоже свидетельствует тоже о центральноазиатских и западносибирских по другим критериям. Я показываю вот эту индустрию стоянки Талицкая в том плане, что в рамках эпигравита, там у меня будет дальше, когда я перейду к Мадлену, это карта, вот эта индустрия не относится никуда и долгое время сопоставлялась с городцовской культурой до тех пор, пока вот не были получены вот такие датировки. Очень специфическая индустрия, просто показываю, потому что она есть. И вот общая картина, вот соотношение западного эпигравета, это Италия, и Мадлена, который по общим представлениям заканчивается где-то в Центральной Европе. Я, в общем-то, с этим абсолютно согласен. Это стоянка Пекарна в Моравии. Я вот имел возможность видеть эту коллекцию, и она действительно мадленская. И она действительно отличается от того, что у нас есть. Но у нас наш эпигравит отличается и от итальянского эпигравита, причем отличается значительно больше, чем от Мадлена, потому что Мадлен в кремневом инвентаре выражен очень широким разнообразием и очень большой вариабельностью. То есть устойчивые типы кремневого инвентаря – это практически только проколки, специфические типы резцов, которые характерны для каких-то локальных вариантов. А общие вот мадленских типов проколки, может быть, только являются. И, естественно, на нашей территории для оценки этого не все далеко памятники однозначно могут быть отнесены к эпигравиту. Хотя вот предыдущие карты, они показывали вот широту охвата вот этой культурной традиции. В первую очередь, это феноменальная стоянка Быки с очень необычными геометрическими треугольниками, которые характерны для позднего Мадлена Франции, с коленом. Но она есть. Стоянка Карачарова, с которой, собственно говоря, и началось изучение, вторая стоянка Восточной Европы по времени открытия. Тоже ее отнесение к эпигравету, но, во всяком случае, никто ее к эпигравету не относит, и к эпиоренику тоже. Скорее всего, это что-то совершенно необычное, может быть, функционально отличное, поскольку это, ну, скорее всего, это охотничий лагерь. Но, во всяком случае, он не попадает ни под Мадлен, ни под эпиореник. Следующая западноевропейская единица Фибернеса. Вот пространственное распространение существует в двух вариантах. Североевропейском, где она обозначается как Тарновский цикл, и азильский. Ну, тут немножко эти карты уже устарели, есть английские варианты. Но это по типу Абушка. Это, собственно говоря, начало геометрической микроличизации, которая на Ближнем Востоке начинается несколько раньше. Вот характерные типы
индустрии Фидермеса. Это короткие скрипки Тарновского типа. Вот они тут. Собственно говоря, ножи Фидермеса, то есть с выпуклым обушком или прямым, которые у нас называются, вот я остановлюсь, которые на Украине называются ланцетами. И вот это самый древний на настоящий момент стоянка с очень трудно произносимым названием. Ну, неважно, просто это показать то, что это 15 тысяч лет. То есть это даже не поздний Мадлен, это на севере этот процесс вот появления этой культурной традиции, он начинается значительно раньше, и потом уже распространяется оттуда по всей Европе, то есть из Германии и Польши, только там может быть это рождение этой культурной традиции, она распространяется и на запад Франции, где уже получает название Азиля и имеет явно послемодленский возраст. Что важно? Важно, что вот у нас здесь справа, вот я их повесил, в костюмках и пушкарях вот эти орудия типа ланцетов или фидермессеров появляются в другом контексте, в контексте специфической индустрии пушкари. Сейчас все согласны тем, что пушкари выделяются в отдельную индустрию, не относимую ни к Пекеровету, ни к эпиоренику. Это что-то специфическое. И тут процесс вот этого, по-моему, да, не очень удачно, я жалко убил. Вот они вот здесь, вот в верхнем углу, вот здесь вот эти вот ножи Фидермессер показаны, которые здесь проявляются значительно раньше. Вот эти даты, они по крайней мере на 5, а то и 7 тысяч лет раньше, чем в Тарновских памятниках Польши и Германии. В костенках 11-й второй слой. Вот этих. Вот они. Вот это то же самое. Это пластинки, острия с притупленным краем, которые по своим параметрическим характеристикам, к гравецким остриям и пластинкам с притупленным краем отнесены быть не могут. И с этим согласны все наши коллеги. То есть мы пытаемся показывать этот материал всем нашим гостям, и германские, и польские коллеги совершенно не имеют никаких сомнений в том, что как гравецкие острия, как развитие гравета это рассматриваться не может. То есть это определенная специфическая культурная традиция, которая возникает вот на этом хронологическом срезе, но пока не имеет продолжения, прерывается, и вот этот тип орудия уже существует в контексте культур Фидермеса. Дальше. Круг культур с черешковыми наконечниками. После вот этот мадленский мир Западной Европы, он на определенном этапе, особенно на севере Восточной Европы, он рассыпается на серию мелких культурных образований с черешковыми наконечниками. Они существуют не очень длительный, даже очень кратковременный период времени, отличаются, собственно говоря, не настолько сильно, но различаются и по технике первичного расщепления, и по технике вторичной обработки, и, в общем-то, сопоставляются с разными этнокультурными группами. Вот здесь показана их хронологическая последовательность. Сами по себе исходными считаются наконечники бронми, и это уже другой мир. И вот я бы, например, его бы уже не относил к верхнему палеолиту, потому что
больше структурных особенностей, структурных связей у него с последующим мезолитическим миром, но появляется он, в общем-то, еще в хронологических рамках Верхнего Палеолита. Вот это распространение этих наконечников, лингви, древнейшее распространение наконечников. Британские острова, может быть, это перебор, но от Дании до Валдая и до бассейна Днепра это достаточно надежно, хотя вот эти южные проявления культуры Броми связаны в основном с подъемным материалом, но что же делать, если нет никакого другого. Вот я попробовал нанести все вот эти культурные традиции Восточной Европы на изотопную шкалу. Благодаря Андрею Валерьевичу мы используем эту упрощенную шкалу, а не ту перегруженную Расмуссена, ей пользоваться значительно удобнее. Что здесь важно? Тут, собственно говоря, не столько важны сами эти индустрии, последовательность которой она в целом соответствует общеевропейской культурной последовательности и общей европейской периодизации, принадлежность Восточной Европы, в том числе и Урала на ранних этапах, восточному верхнепалеолитическому миру сомнений не вызывает. Важность имеют вот эти перерывы, то есть отсутствие стоянок на территории, которые фиксируются, вот тут они помечены голубым цветом, и которые, в общем-то, есть основания связывать с перерывом населения. Тут есть и археологические критерии, резкая смена культурных традиций, не везде. Вот, скажем, Ариньяк и Гравет, он в Италии абсолютно неочевидно различается. И преемственность там констатируется. То же самое мы сейчас имеем и у нас в Закарпатье, где новые датировки заставляют помещать целый ряд стоянок, в том числе и считавшуюся ранее стоянку Жорна, вот на границу Ариньяка и Гравета. И исследователи современные считают, что там это не принципиально, потому что они похожи. Тем не менее, вот эти, конечно, вот эти все хиатусы, они отражают на 90% степень изученности. Далеко не все типы отложений представлены в одинаковой степени на разных территориях. И это скорее отражает и хиатусы, то есть вот эти перерывы нашего знания. Но тем не менее, есть периоды, насыщенные палеолитическими стоянками, и есть периоды их чрезвычайной редкости или полного отсутствия. Как, скажем, на Урале, там этот хиатус фиксируется до 10 тысяч лет. Ну или, скажем, там где-нибудь в Венгрии, где между Ариньяком и эпиариньяком фиксируется, и эпиграветом фиксируется хиатус тоже до 7 тысяч лет. Не знаем, что эти территории были так непривлекательные, хотя, в общем-то, интенсивность работ там достаточная. Что я хочу сказать? Что вот современное состояние, оно заставляет оперировать вот этими достаточно шаткими хиатусами и использовать их для нашей реконструкции культурных и демографических процессов. И демография вот сейчас, она приобретает все большую и большую роль, потому что очевидным становится недостаточность наших культурных различий и хронологических.
То есть очень многое, и я пытался на ряде примеров вот это показать. Мы не можем объяснить с точки зрения вот существующей культурной дифференциации наличие вот таких тенденций. Или выделять надо новую, или что-то, или пересматривать что-то другое. А может быть и хронологию, и культурную дифференциацию все вместе. Спасибо. Я вроде уложился. Да, спасибо большое, Андрей Александрович. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Очень много про что я не сказал. Очень много про что. Вот они фигурируют в жилищах и в искусстве. Да, да. Андрей Александрович, нам в Zoom не слышен вопрос. Вы не могли бы повторить его в Далее микрофон? надо подойти сюда вопрос задавать. Я хочу спросить, вы совсем не рассказали, а вот как сейчас, в настоящее время, современное представление о вот этих классических наших гравитических памятниках, да? Костенки, Зарайская, Гагарина, там. Есть ли некое новое представление или какое-то, так сказать, о этих памятниках вот, в этой группе, которая, так сказать, с которой когда-то почти все начиналось? И связь Пушкарей с Радонежским. Ну, сразу на второй вопрос отвечу, что я принимаю вашу точку зрения о связи Пушкарей с Радонежским. Для меня это убедительно, и ваша точка зрения, и Кононенко тоже. Теперь вот классические гравиты. Я специально не уделял место дискуссионным проблемам, которые связаны вот, с оценочными археологическими критериями. На мой взгляд, проблема классического гравета, вы имеете в виду Костенковско-Авдеевскую культуру, она в принципе остается абсолютно на том же уровне, на котором была в конце прошлого века. Я пытался ее рассматривать за пределами гравецкого цикла. На мой взгляд, это перспективно. Но это не значит закрытие проблемы. Этим я ее не закрываю. Время Зарайской, да, от 17 до 20. То есть там есть своя аргументация, которую я, допустим, принимаю. Не так многие ее принимают. Я принимаю. Но, во всяком случае, это порождает очень много проблем. И, в общем-то, пока не разрешим. В Костенках мы имеем обратную тенденцию. По новым датировкам продолжительность существования этой культуры костенковской все сужается и сужается. И сейчас она, по крайней мере, 1000 лет не превышает на современном уровне датирования. Очень кратковременно. Спасибо. Вот в чате вопрос от ЕВ. К сожалению, вот только инициалы, ни имени, ни фамилии я не знаю. Андрей Александрович, существует ли связь между культурой и выбором места поселения, в частности, в Костенках? Вот я вам подчеркивал, что нет, что многослойные стоянки свидетельствуют о том, что представители населения разной культурной принадлежности и, скорее всего, происхождения, оно для мест своего обитания выбирало те же места.
практически все многослойные стоянки, они разнокультурные. То есть это унифицированный критерий выбора места поселения, характерный для всего палеолита. Ясно. Так, секундочку. Ага. Так, Александр Васильевич Бородин, пожалуйста. Добрый вечер, Андрей Александрович, огромное спасибо. У меня вопрос такого дилетанта. Вот когда вы показывали стрелецкие наконечники, они были в цвете. Вот имел ли какой-нибудь эстетический смысл цвет сырья, потому что вы говорили про то, что они использовали, значит, многие, значит, предметы в качестве украшения, но вот сам цвет сырья, он просто был случайным образом, главное, чтобы удобно было делать, ну, то есть его физически, или все-таки цвет тоже как-то мог нести какой-то смысловую нагрузку? Спасибо. Я не понял, вы имеете в виду стрелецкие наконечники? Ну да, они у вас были в цвете изображены. Там были серенькие, зелененькие, красненькие, да? Вот, соответственно, значит, понятно, что яшма, она, кремний бывает разного цвета. Так вот, есть ли какие-нибудь намеки на то, что разные наконечники могли, ну, там, какую-то знаковую нагрузку нести? Ну, мы ими любуемся, но это не значит, что люди того времени преследовали эстетические какие-то цели, хотя эта проблема существует, то есть довольно давно, и не у вас это возникает, и спасибо за то, что вы ее возрождаете, в том числе и для доверхнепалеолитических эпох, когда вот, ну, есть наблюдение о том, что даже для бифасов какая-то прожилка эффектная, она подбиралась и специально и изменялась. И вот и я тоже это вижу. Ну вот, скажем, в 14-х костенках там были, они называются куриные боги в народе, куриный бог, эти камни с естественными дырками. Вот на некоторые из них вот никаких следов подвешивания нет. То есть доказательства прямого нету. Но ретушью сделано так, что эта дырка, она помещается в середине вот этого камня и, ну, просится быть подвешенной. Угу. Спасибо. Ярослав Всеволодович, пожалуйста. Можно просто Ярослав. Андрей, большое спасибо за прекрасный доклад. Краткий вопрос. Вот есть в Костенках хоть какая-то перспектива средний палеолит найти? Или там все только поздний палеолит? Ну, верхний. Ну, перспектива всегда есть, как все говорят. Надежда всегда остается. Тем более, что у нас есть и Микулинская почва в стратиграфическом шурфе, и этот самый, как его экспорт зовут? Лошамп-то у нас есть, Блейк. Да, и там есть Блейк. В общем-то, это, ну, и есть, ну, скажем, точка зрения об отнесении, по крайней мере, части коллекции нижнего, третьего слоя костенок 12-х к среднему палеолиту. Спасибо. Но это, как сказать, я не думаю, что это создаст интригу. Спасибо, Андрей. Спасибо. Так, Наталья Евгеньевна Зарецкая. Угу. Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, каковы свидетельства существования загонной охоты в Дивногорье? Именно с вашей. Характер отложения этих животных. А подробнее можно? Подробнее. Ну, во-первых, это сам макрорельеф. Это участок, удобный для загонной охоты. Сверху. Во-вторых, это наличие туш убитых лошадей в одном месте.
Во-вторых, это наличие орудий труда. В совокупности это немало. А каковы свидетельства того, что лошади были именно убиты? Те же самые. Ну, прямых свидетельств нет. Ну, это, понимаете, есть люди, которым надо было для доказательства охоты на мамонта найти воткнутый наконечник. А есть люди, которые просто... косвенный аргумент, тут тоже косвенный аргумент. Это логично. Понятно, спасибо. Спасибо. Так, коллеги, сейчас я еще посмотрю в Ютубе. Так, в Ютубе вопросов нет. Ну, тогда вот напоследок, Андрей Александрович, вот вы где-то в самом начале лекции показывали замечательные реконструкции жилищ из костей мамонта. Ну вот как вы относитесь к аргументации, ну, в общем-то, известных исследователей? Тут я, наверное, могу назвать и Гаврилова из Института археологии, и, может быть, Хлопачева даже из Кунсткамеры, о том, что все-таки эти вот развалы костей, из которых реконструируются потом жилища, все-таки были не жилища, а какие-то ритуальные сооружения. Я очень положительно отношусь. Во-первых, у нас есть Мезенский комплекс. Ну, понятно, я вот так построил в форме очерка, потому что надо было охватить весь полигон. Конечно, конечно. И я не мог просто останавливаться. Но у нас есть уникальная Мезенская стоянка, где в пределах одного жилища у нас сосредоточены музыкальные инструменты. Для меня это убедительная точка зрения Бибикова. Там есть трассология, там есть хороший набор, там есть уникальная, вообще больше нигде не встречающаяся орнаментация не орудий труда, не нательных украшений, не человека, а бытовых объектов. То есть расписанные кости мамонта, челюсти и лопатки. Это серьезный аргумент. Вот исключительность, да. Наверное, каждое жилище не являлось храмом или церковью. Но, по крайней мере, то Мезенское, оно было таким. Ну, функцию жилища они выполняли, то есть люди там бытовали, так сказать, жили, спали, ели, или все-таки приходили только помолиться, и, может быть, там и крыши никакой, не, ну, я не знаю уже дальше детали. Как? Ну, больше ответов, чем вопросов. То есть мне эта точка зрения очень близка. Но вот какими прямыми аргументами ее можно развить из того, что уже сказано, и это не только наши исследователи, есть у нас и Марсель От, скажем, который, когда увидел новое жилище Аносовки, он сразу сказал, что это храмовое сооружение. А там очаги внутри есть, Андрей Александрович? Внутри очаги там есть? Внутри? В Мезене есть. В Аносовке никто не знает, потому что оно не докопано. Она создана для музеификации. Если его раскопать до дна, то показывать нечего будет. Ну, так считается. На самом деле можно найти выход. В Аносовке пока нет. Другие эти конструкции, Юдинова, Елисеевича, тоже дна нет. То есть мы умеем фиксировать пол. То есть в землянках, допустим, в костенках, вот, из моего личного опыта, до 7 уровней настила на полу. Там была какая-то там охры прослойка, углистая прослойка. И это мы фиксируем, мы в состоянии это делать. А там мы пола не фиксируем. И это не недостатки наших аналитических возможностей. Наверное, там, если там какие-то брать, я не знаю,
анализы, это можно предположить. Но современными археологическими средствами мы пола там не фиксируем. Спасибо большое. Коллеги, ну, если нет больше вопросов, большое спасибо Александровичу прежде всего и аудитории. Мы еще раз извиняемся за накладки, которые сегодня произошли, но это вот, так сказать, мы вкусили уже, так сказать, санкций. Не прошла автоматическая оплата Zoom, видимо, из-за, так сказать, того, что в доллары надо это все переносить. И мы не смогли, долгое время мы не могли оплатить. И вот нашли аккаунт, который просто на год оплачен у нас. И поэтому мы остаемся на нем. Вот на этом аккаунте, пожалуйста, запишите его себе, мы теперь будем заходить с него. Это наш главный институтский аккаунт. Почему мы не хотели на него? Потому что по пятницам у нас там бывают защиты кандидатские с утра. Иногда они затягиваются надолго, чтобы не было накладок. Вот, чтобы нам уменьшить риск таких накладок, мы сместим тогда с 15 на 16 часов последующие лекции. Запишите себе, пожалуйста, мы еще сделаем рассылку. Вот, значит, у нас будет по пятницам вот на этом аккаунте не в 15, а в 16 часов теперь наши лекции. И еще у нас 2 лекции по палеолиту, такие региональные. Вот. В следующий раз снова встретимся с Сергеем Александровичем Васильевым и поговорим про палеолит Сибири. А затем Леонид Борисович Вишняцкий про палеолит Средней Азии расскажет. Большое спасибо. Вот. Будем надеяться, что мы доведем этот курс, так сказать, до конца. От Zoom нас не отключат. Будем надеяться. И вам спасибо тоже. Всего доброго. До Да, свидания. спасибо. До свидания.